последнее время во многих спортивных залах Ингушетии сложилась хорошая традиция проводить совместные тренировки между спортивными клубами и школами. На этот раз местом для сбора самбистов для проведения спаррингов стал физкультурно-оздоровительный комплекс сельского поселения Али-Юрт. Ну а мы как раз приехали в то время, когда тренировочный процесс был в самом разгаре. На сегодняшнюю тренировку в зал приехали самбисты из Карабулакской школы самбо. Для спортсменов это прекрасная возможность проводить тренировки с разными спарринг-партнерами. После завершения разминки спортсмены приступают к отработке приемов. Очень важно разогреть мышцы в неспешном темпе, чтобы не получить растяжение или другую травму. Рамзан, расскажи, как ты давно занимаешься самбо, вообще как начиналась твоя спортивная карьера? Я сначала ходил в Майкоп 2 года, потом мы переехали в Ингушетию, в город Карабулак, и я тут начал заниматься 3 недели. Теперь чувствуешь разницу тренировок там, в Майкопе, и здесь? Где тебе проще тренироваться? Мне было проще тренироваться в Майкопе, но здесь нужно больше усилий. Много времени ушло на адаптацию здесь? Да. И расскажи теперь про ваши тренировки, сколько у вас тренировок бывает в зале, вот сложные у вас тренировки? У нас тренировки 3 дня в неделю. Ну, сейчас выбрали людей, которые тренируются каждый день. Ну, мы приехали в Али-Юрт, у нас были спарринги. Спарринги были сложные, новые люди, новые приемы. Карабулак тренировки жился, пока дальше андали, соревнования ухожу. Да, это бахпаш типа, да вот бусы, соревнования. Да, колмики есть, самбо, что вот хатишь сюда. Так что, да вот хатишь, тигич, ищешься. Второй сотка ищешься, так, чахал дерсу, тиглатиш. Хатишь вообще самбо, зида исторся. Избавиться, так, чанок дерсу, самбо улуга ищера. Хл ученик сагом вахт, очень нормально, давно толся, могу типа. Но дальше андали. Тренировки гимнастики ахсы могу штепа. Карабулаки вторник, четверг, суббота, юах, понедельник, ирен, вторник, понедельник, среду и пятницу юах. Но кроме воскресенья юах тренировки. Что он уз эльф халякат в спальник же, к Энгштане. Затем самбисты приступают уже к самим спаррингам. Как мы уже сказали, сегодня здесь спортсмены из самых разных школ Ингушетии. Опытные спортсмены проводят совместную отработку приемов с ребятами, которые начинают свое выступление на профессиональном уровне. Карабулаки сюда, тренировки каждый день.
и хаштэви хаос сгод дож. Что ты ж, как что ты ж, еще схватка, да я выиграл. Царь муж тут хэшсо, понимаю, кэцо царь муж тут фуду. Ханс как без подход тяерсу, со ачхэй. Ханс китаусо, как надо выходить. Арва муж тут. Папас, что меня дица. Хайда тугау, сразу дал тут. Дица. Тем везде халиха, не строит я. Ханс дик, ханс настроит я, дикутаусо. Тхо карбула в школе самбо занимался, да? Каждую пятницу, что важко делать, уже мы мероприятие, уже ханялыч. Хотел соревнования первенства Северокавказский федеральный округ. Что важко делать, обмен опытом, али раскомментал, из его пейдены хэтсун ханялыч. Бирж даха, что лето, издышал, что дали андали, цена пейт трубы. Кезик чор беру хайцеде шукат чоп борт бежда ханялас ходаха уст хел во-первых баргуре ходотхон бир шели вашкеде даха дозер что выездишь меё соревнования. Что дик пейт бы хэтсун. Самбо, именно этот вид спорта в последнее время стал одним из самых популярных видов единоборств среди молодежи нашей республики. Первые тренировки по самбо здесь начались 3 года назад, но несмотря на такой небольшой срок, подопечные Исраила Хамхоеву успели принять участие во многих всероссийских турнирах. Также с момента открытия секции самбо в Алиюрте начали проводить совместные спарринги. школа хайла чханын цайна кезик ходаха у хамч дахак чдан чханын цайна цанвашада тоже совместно тренировки хам еждак пейдем бодралч бахбуна ханялч обмен опытом олица хабакарж цан узали бахкш халри постоянно цазали бахш опыт холцу гангш ханц дук цагерхал резанер цадахат первенство России эрциг по самбо Цигич узалер ганг отобраться да эско первый отобраться да дурч Цигич лата первая схватка Котуанова, вторая схватка уступит дурч. В Алиюрте секция самбо одна из самых посещаемых. И неудивительно, что здесь тренируется более 100 детей в 2 смены. Ребята ставят перед собой амбициозные цели – тренироваться для достижения самых высоких результатов. Дик спайнинг жёж дайоштач бороться дик гангш зудо самбо бороться дик да дикки жо опыт более я хуцу жё царцане царда о хаятыш кадар царда етыш опыт хулкун тайцан царцан бороться диш да пхыц хулк тренировок кера кроме субботы воскресенья усиленно тренировок жо пока известно да что начало такое форм дикис Ансажи отко любой сунуваш кичус. Ханз готовится до ждотка до 22 марта эскафуетка. Ханз ганкиш хавой бороться до дина шестно пио. Ханз дик ганки бороться ли. Хардина дик бороться опыт хаят васагр. Эшти дай хавой бороться до. Ко дай хавой эжи хавой. Эшти خيل опыт дай хатело. Ханз весис аяхкиш. Вес аяхдал андлис. Рисса дехбис. По словам директора ФОКа сельского поселения Алиюрт, идея проводить общие тренировки и совместные спарринги созрела с момента открытия комплекса. Как бы то ни было, отныне в этом зале 1 раз в неделю стабильно будут проводить спарринги в различных видах единоборств. Проведение совместных тренировок мы практикуем с начала функционирования данного учреждения. Сегодня мы наблюдаем спарринги самбистов, участвуют школы тоже с разных сел республики. Данные мероприятия они необходимы, на мой взгляд, для обмена опытом, для развития этих видов спорта. Сегодня у нас проводятся эти спарринги. Также мы вывозим своих спортсменов в другие спортивные учреждения республики, тоже для проведения совместных тренировок. Для этого мы организовываем им
«Газель». И, как правило, за раз выезжают до 15 спортсменов. Я думаю, что проведение данного рода мероприятий, они играют значительную роль в развитии спортсменов. При организации совместных тренировок ребята набираются опыта. То есть у каждого тренера своя школа преподавания, так скажем. И поэтому каждый тренер преподает по-своему. Я думаю, что вот данного рода мероприятия, они способствуют тому, что дети уже на практике набираются опыта, и это им необходимо для дальнейшего развития. И с данной базой они уже выступают на соревнованиях намного и увереннее, и лучше. То есть база у них выполняется таким путем. Несколько минут отработки жестких спаррингов, затем небольшой отдых. Ситуация в зале максимально приближена к реальным поединкам в самбо. Первые раунды проводятся в стойке. Затем бойцы работают над отработкой бросков. Некоторые стараются менять спарринг-партнеров после каждого раунда, для того, чтобы проверить свою универсальность. Наравне с профессиональными спортсменами здесь тренируются и ребята, которые только начинают свое выступление на любительском уровне. Для них это хорошая возможность проверить свои навыки и получить бесценный опыт. هنخليه следующую неделю эскафо يدخل نالشكي ندوخ возрастах. Тигичи дали андали ханз подвод кижеш тренировок кижеш датхо тан алюртиох день борьбы следующую пятницу вечерки гидали андали ишт даха ож бау метки юко Оз хабах хайын қошколы карбуласки альтиой так озер зуды служба хашбака боросыды. Пейд жобах буда бодряч абозо пейд жобах бу спорт жобаш хамдактар ойнакы что аша дехтер боросыды ош хабах оз боросыды бериж. В отличие от обычных тренировок, где спортсмены просто отрабатывают приемы, не применяя силы, здесь бойцы выкладываются в каждый бросок. После заключительного раунда главный тренер дает команду: тренировка завершена. Следующая встреча на этом же месте ровно через неделю.